Получается, вот эти все дома сейчас стоят на кладбище. Да. Позор государства, которое уничтожало свой народ. Просто так вот закрыть и забыть эту страничку, ну, наверное, было бы нечестно по отношению к тем людям. И один держит речь про Сталина, чтобы он подох. И говорил, кто такой Сталин? Нужно, чтобы это никогда не повторилось. Лучше зажечь маленькую свечку, чем проклинать большую тьму. Привет! Мы находимся в Сыктывкаре, столице Республики Коми. Регионе, где в первой половине 20 века появилось сразу несколько городов, первыми жителями которых стали заключенные. Наверное, больше всего люди знают Воркуту, но еще это Инта, Печора и многие другие города. Сюда руководство ГУЛАГа ссылало людей десятками тысяч, чтобы добывать нефть или газ, строить железную дорогу или валить лес. Но уже тогда партийное руководство думало о том, чтобы стереть память о ГУЛАГе из умов людей. Например, Воркуту еще в начале 70-х стали представлять не как страшное место, а как крупный промышленный центр. Управление рабочего снабжения комбината Воркута «Уголь» постоянно заботится о шахтерах, их семьях. Лакомка, кондитерский магазин. Воркутинские пирожные и торты не уступают столичным. Сейчас из этих северных городов стремительно уезжают люди. Из-за этого меняется и восприятие того страшного времени. В нашем документальном репортаже мы постараемся узнать, что помнят люди о ГУЛАГе и как эту память они пытаются сохранить. Но начать я хотел бы со своей личной истории. Я сам родился и вырос в Воркуте. И мне всегда была интересна история этого города, такого северного, сурового, но очень обаятельного. Еще в школе я очень многое узнал про первых заключенных, которых привезли в Воркуту, и то, в каких нечеловеческих условиях они жили. И для меня всегда было странно, что история моего города шла как бы параллельно с историей моей семьи. Они никогда не пересекались. Я знал, что моя бабушка, это мама моей мамы, была заключенная. А вот про дедушку в нашей семье никогда ничего не говорили. И вот несколько лет назад я решил узнать, почему. Слушай, мам, расскажи, что ты помнишь про дедушку, то есть про своего отца. Что о нем говорили в твоей семье? Ну, в принципе, что о нем говорили? Он с нами жил совсем мало. Он тут, видимо, сидел, потому что маму привезли, и они познакомились. А он работал, ну, я не знаю, как это правильно сказать, конюхом, не конюхом, ну, в общем, водителем кобылы. У него лошадь была запряжена зимой, видимо, в сани, летом в какой-то тарантас, на котором можно было вот так вот сесть и ехать. Ты помнишь, почему, получается, бабушка и дедушка расстались? Ну, потому что, когда дали полностью уже заключенным и выезд из Воркуты, как реабилитация, да, он собрался и поехал к себе на родину, на Урал. Что, мол, я тут буду делать, у меня там семья, и поехал. У него там сын, как же его, Володя, по-моему, но он постарше меня лет на 10, наверное. И вот так вот собрался и поехал, и уехал, и все, и ничего о нем мы больше никогда не слышали. Сейчас в Коми практически не осталось заключенных. Многие или уехали, или умерли. Один из тех, кто помнит времена ГУЛАГа, 93-летний историк и краевед Анатолий Смелингис, которого отправили в тюрьму в небольшое село Краткерос под Сыктывкаром. Вот что он помнит о том времени. Война началась, и нам объявили, уже видели заклеены окна, другое, третье. А куда везут, нам не говорили пока. Вас для неблагожелательных перевозят для другую область России. Более трудовое воздействие поможет вашему перевоспитанию. Это примерно одна схема. Время дают
собираться, говорят, что можно, что не можно взять, так, тогда дают срок определенный, куда повезут, не говорят, а потом тут автомашина, грузишься на автостанции, там уже скотные для вагона, там уже 10-15 семей напихают, сколько там по плану или поместятся, там уже не особенно, видимо. Куда везут, мы не знали. Но так по станциям, другие, третьи женщины ориентировались. Помнится хорошо Котлас, пересадка баржи, и на баржах дальше до сюда, вот до Кортироса. Ну, на баржах, в основном там литовские семьи вечером баржи на ночь не плыли, там выйдут, костер, чай, ужин, кто что имеет, пели песни и так далее. То есть настроение поначалу было у людей довольно бодрое такое. Везде на дорогах посты, а где эти посты секреты, ты не знаешь, идешь, попадешь. Я другой раз вот картошку ходил воровать колхозную, так, и пару раз посты попадал, но там солдаты, знакомый молодой уже, ладно, поделился с ним этой картошкой и пропустил. Так вот. Я подошел, лежит лошадь, уже не встает. Живое при меня вот так перерезает голову, и с банок, кто какой посуды наливает себе от лошадиной крови, наливает меня. Так. И один держит речь про Сталина, чтобы он подох. И говорю, кто такой Сталин? А это уже было, наверное, 42-й год, где-то середины зимы. Это мое первое знакомство со Сталином. Печора – это один из городов, который появился благодаря тому, что туда отправляли заключенных на строительство железной дороги, в том числе и по 58-й, так называемой политической статье. О том, как жили люди в Печоре в середине прошлого века, нам рассказали преподавательницы Печорского техникума. Место, вот эти сосны стоят, место высадки. Из Нарьян-Мара и Архангельска шли баржи. Первая баржа в 1937-1938 году прибыла, вот эта баржа большущая. Из трюмов люди выходили, вылезали сюда, их вот формировали колонны, отправляли на строительство там лесокомбината. У нас там вот с той стороны мебельная, вот если остров посмотрите, мебельная фабрика была. То вот как раз отсюда все видно вот эти места гулаговские, все эти расхождения отрядов. Я своим учащимся, студентам говорю, ну представьте, вот вам кажется все это так далеко, а вот сейчас холодно, мороз, не устроено, дождь, слякоть. Прислали людей, ни в чем не повинных, оторвали от корней, привезли в эти бараки, где никакого быта не устроено. Это же такой стресс для людей, такое переживание. И просто так вот закрыть и забыть эту страничку, ну, наверное, было бы нечестно по отношению к тем людям. Ну и что касается моей родни, мы сами с Кубани, у нас про репрессии никогда не говорилось. Ни бабушка, ни прабабушка. Хотя я знаю о том, что тоже были сосланы, но вот сослали их и забыли. Поэтому не надо забывать об этом. Тут был поселок спецпоселенцев, которые уже были отпущены из лагеря. Тут был лазарет и корпуса, где, ну не корпуса, тут бараки, где проводились исследования вот этими сидевшими здесь врачами. Данишевский, Зильбер был, Комлев. Вот они тут проводили как бы опыты различные над этими нашими растениями, которые можно использовать для лечения авитаминоза, там, цинги. Тут же и хоронили. Вот кто умирал здесь в лазарете, вот на этом кладбище хоронили. И мы уже, у нас была идея в прошлом году сделать как бы описание этого кладбища. Мы хотели найти эти могилы, потому что многое уже провалено. У нас дети-волонтеры ходят периодически, там ухаживаем, но сил не хватает и средств, конечно, не хватает.
Бараков не осталось. Ну вот кладбище заброшено, там уже никого давно не хоронят. У нас вот такие символы, как ЖД, мост и дорога. И все у нас знают, прям буквально с молоком матери впитали, что это все было руками заключенных сделано. То есть у нас вот понимание в городе есть, но ощущение того, что это всех людей так настолько волнует, вот этого нет. Знать знают, но переживать, мне кажется, особо никто так сейчас не переживает. Такой глубины понятия, что этот город на костях, что вот это кладбище детское, в котором мы были, что там лучше бы не ходить по этому месту, лишний раз обойти вокруг, ни у кого такого нет. Детское кладбище. Вот недалеко, значит, отсюда находилось 9 бараков лагерных, как раз где жили женщины, которых возили на работу, а потом его передали эти бараки детскому лазарету. Называли его мамки, так в простонародье это место было. И дети очень часто умирали от дифтерии, болезни всяческие. И вот на этом месте хоронили до 46-го года, 42-го, 46-й, по-моему, было вот здесь кладбище детское. А потом его закрыли в 46-м году, его стали хоронить уже на городском кладбище. Но вот это место осталось все равно местом захоронения. И, в принципе, когда стали строить вот эти окружающие дома, только тогда фактически узнали, что тут столько детских останков. Выкапывали вот котлован, когда к этому дому было очень много найдено. И в результате потом поставили в 2009 году вот часовню, как бы упоминание этого места. Но больше никаких там вот ограждений, никаких там ограничений на этом месте нет как таковых. Единственное, что башню водонапорную поставили, ее так спроектировали, что она вообще ни разу в действие не вступила. Это считается тоже местная такое, как бы легенда городская, что тот, кто эту башню строил, специально так сделал, чтобы она не работала в память о том, что здесь похоронены дети, и чтобы вода отсюда из этих как бы недр никуда не шла. То есть вот мы на территории кладбища ходим, никто не ограждает, никто не наше движение не ограничивает. Бывает ощущение, когда приходишь на урок коми-культуры, у меня история коми-края, приходим с детьми, начинаем разговаривать, и они, оказывается, ничего об этом не знаем. И элементарно говоришь, вот мы сейчас с вами находимся на Печорском проспекте, подходим к окошечку, смотрите, вот здесь кладбище было. И для них это удивительно. То, что я там сказала, что вот здесь были памятные знаки, здесь были репрессии, как-то они слушают вполуха. А когда в окно, посмотрите, вот здесь конкретно захоронение маленьких детей, вот здесь часовня, они, это же вот, они удивляются, что это, оказывается, все рядом, и все, где они находятся, все вот это места именно связаны с репрессиями, и у них появляется, может быть, какой-то интерес. Еще одно важное место для Печоры – это дворец культуры железнодорожников. Само здание – это один большой исторический памятник и свидетель гулаговского времени. Недавно в ДК открыли небольшой музей, где собраны экспонаты, рассказывающие о жизни заключенных в 40-е и 50-е годы прошлого века. Чем примечательно это здание, конечно же, его историческая составляющая, это то, что оно было построено для труппы культурно-воспитательного отдела Печор-Желдурлага. Изначально труппа находилась в поселке Абесь, а в 1947 году, когда возникла необходимость перевода управления Печорлага, в Печору, соответственно, необходимо было построить стационарное здание для труппы. На тот момент было известно, что было привезено около 144 артистов, в том числе и художники, режиссеры были среди этой труппы. С роялем у нас связано очень много легенд, поэтому я сразу же говорю, что именно легенды достоверно неизвестно, как он к нам попал. Одна из легенд о том, что рояль прислал известный композитор Глиер для своего ученика Евгения Васильевича Попова. Фамилия Евгения Васильевича Попова, конечно, для нас она доказана, что этот человек у нас здесь был. И по книгам приказов, и по воспоминаниям многочисленным. И этот рояль был отправлен теплоходами вначале в Абесь, а потом с Абези прислали его, соответственно, к нам. Мы его, насколько смогли, восстановили. Конечно, хотелось бы, чтобы он зазвучал, но пока, к сожалению, не получается. Опять же, не так давно мы
как делали небольшой ремонт в нашем зрительном зале, и был такой небольшой фрагмент найден, совершенно случайно обнаружен. Брусок, вот, который обрамляет у нас в зрительном зале, ну, там идет по периметру зрительного зала. Вот, его спилили и случайно вот обнаружили вот такую надпись. Этот брусок был сделан заключенным банщиком Павлом, вот даже отчество плохо просматривается, 49-й год. А вот Инта. Небольшой городок на севере в Коми, но в 1000 километрах от Сыктывкара. Там в 30-е годы прошлого века нашли залежи энергетических углей, а в 40-е направили несколько десятков тысяч заключенных для работ на шахте. К концу перестройки в Инте жило уже 60 тысяч человек, но несколько лет назад там закрыли последнюю шахту, и поэтому люди постепенно покидают город. В городе остались несколько памятников, крестов, но больше всего старых кладбищ, за которыми следят активисты. Дело в том, что это часть старого русла реки Большая Инта, высокая часть. И начиная с 1942 года, когда был образован Интлак, фактически, это была окраина будущего поселка и будущего города, здесь хоронили заключенных до начала 50-х годов. Даже в 1952 году в отдельных местах могли хоронить и местных жителей. Это тундра фактически, поэтому где было по суше, там и хоронили, нет такой порядов. И когда строили вот эти дома, да, и фундаменты готовили для полуподвалов, я лично видел, как экскаватор рыл и вытаскивали, ну, вырывали и кости, и черепа, выбрасывали, потом это все, весь грунт вывозился на свалку. Это начало 80-х годов. Получается, вот эти все дома сейчас стоят на кладбище. Да. Поэтому в 90-м году, в конце перестройки, по предложению Малении Ольги Владимировны, члена общества «Мемориал», на этом месте был поставлен памятник жертвам сталинизма. На этом месте. И вот 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, общественность, дети репрессированных после Кольца покаяния приезжают сюда. А Кольцо покаяния из себя что представляет? Кольцо покаяния – это посещение 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, памятников ГУЛАГа, которые находятся на территории Инты. За последние годы этой темой интересуются представители Великобритании, Чехии, Канады, Соединенных Штатов Америки, студенты, которые на этой почве делают себе диссертации всевозможные, вот, посещают Воркуту, посещают Абис, посещают Инту. Это им интересно с практической точки зрения, потому что тема ГУЛАГа, она до сих пор муссируется. Наши историки к этому, как говорится, уже охладели, а иностранцы, да. Наши местные вот люди, жители, ну, спокойно к этому относятся. Если читали «Крутой маршрут» Гинзбург, да, то вот ее муж был в 1937 году в Казани арестован и находился здесь с 1938 фактически до конца 40-х годов. Он находился в зоне, в первой зоне здесь, на территории нынешнего завода железобетонных изделий, и в своих воспоминаниях говорил, что если летом хоронили заключенных где-то, то могли вынести в тундру, здесь территория тундры, а зимой земля промерзала на глубину 1,5 до 2 метров, и никто не выделял людей, чтобы можно было похоронить людей в зимний период. Поэтому умерших из палаток по 10-15 человек вытаскивали и складывали на берегу реки Большая Инта. Просыпали снегом, а весной уровень воды в реке Большая Инта во время половодья поднималась, и все эти трупы уносило по реке. В 2005 году по предложению Малафеевской Любови Никитичны было предложено поставить памятный знак тем заключенным, которые не были по-человечески ни похоронены, ни отпеты. Работники музея, историки занимаются этим вопросом, как сохранение памяти. А сами заключенные относились к этому спокойно и не всегда об этом говорили. Эта тема была запрещенная или закрытая. И только вот после 1985 года, когда началась перестройка и начался подниматься эта тема, и возник интерес
Вот тогда и в музеях стали появляться вот такие вот выставки. А те места, где были зоны заключенных, да, они ведь строились из деревянных строений, бараки. Но это же был позор своего рода. Потом там после освобождения жили люди, перегородки были, да, и там жили люди, освободившиеся, организовывались семьи. Перегородки были не только деревянные, просто, извините меня, просто никакую-то могли перегородку сделать. Люди жили в подвалах, на чердаках, потому что жилья для них, они же только освободившиеся, и к ним отношение было как к людям второго сорта. Вот. И только вот во время перестройки, когда начались воспоминания, записывать воспоминания, фотографировать, и люди показывали, где они были, чем они занимались. Но это капля в море, потому что большинство людей даже к 1985 году по возрасту они или умерли, или выехали. А сохранить память, этим в основном занимаются музеи и в Ухте, и в Печоре, и в Воркуте, и в Винте. В первой половине 1941 года здесь, в Винте, были заложены первые 3 шахты глубокие Воркутстроем. 1-я, 2-я и 3-я шахта. Летом, в июне 1941 года, началась Великая Отечественная война. И было принято решение, здесь в 2 километрах отсюда, организовать 2-й отдельный лагерный пункт заключенных для строительства и позже добычи угля мелких шахт. 5-я, 6-я, 7, 8. А с 1941, считай, 42 года, вот на этом месте было кладбище заключенных, которые умирали на 2-м отдельном лагерном пункте. И это кладбище просуществовало до 1947 года. А ведь были и освободившиеся, и вольнонаемные, и они умирали. Их нужно было где-то хоронить. Поэтому было принято решение на этом левом высоком берегу реки Большая Инта сделать гражданское кладбище. Это первое гражданское кладбище с 1947 по 1962 год. И вот освободившиеся или ссыльные, будем так говорить, заключенные из Прибалтики, латыши, литовцы, когда умирали, их на этом месте и хоронили. Это был 1956 год, после 20-го съезда, когда было принято решение после смерти одного из заключенных латышей поставить памятную стеллу, горельеф такой. Эдвард Сидоропс, латвийский скульптор, который через несколько месяцев должен был освободиться, принял решение из 7 блоков сделать этот горельеф. Женщина в латвийском костюме, вот в правой руке у нее ветка дубовая, символ мужества. В левой руке символ «дойти домой» — это клубок нитей шерстяных. Рядышком урна с прахом, с пламенем. И вверху 3 звезды Аусеклис. Это ранние звезды в Латвии, символические по мифологии звезды. Нужно, чтобы это никогда не повторилось. Вот Сандармох, вот это в Карелии, где были расстрелы заключенных из Кем, из соловецких лагерей, там за несколько дней было расстреляно 1100 человек интеллигенции из Соловков, которых они предназначались для строительства Беломоро-Балтийского канала. Но, к сожалению, в 1993 году было принято решение о закрытии архива. А тема была такая: а чтобы дети и внуки тех, кто расстреливал и кто охранял, с детьми и внуками тех, кого содержали в лагерях, чтобы они между собой не конфликтовали. Но это наивное, так сказать, наивное объяснение, а фактически это позор государства, которое уничтожало свой народ. Начиная с 1931 года появились первая шахта, первый шурф, первые заключенные. Надо сказать, что здесь все были заключенные: и геологи, и строители, и шахтеры, и руководители. Добыча, конечно, была очень сложна здесь, потому что в мировой практике не было, как добывать и строить шахты в вечной мерзлоте.
Опять-таки, люди, преодолевая вечную мерзлоту, добывали, как здесь назвали, огненный камень, который грел теплом, ну, всю нашу Россию практически. Ты помнишь, какой была Воркута в 50-е годы, ну, наверное, во второй половине, в начале 60-х? Что это был за город? Действительно ли это был гулаговский город? Насчет гулаговского города это может быть даже и правда сказано, потому что зоны были кругом, вокруг, возле каждой шахты, которая строилась или работала в городе. Мы жили там вот, как бы сказать, в третьем районе, это, наверное, в курсе. И недалеко от нас была зона. Мимо нашего дома всегда утром проводили на работу, на ДОСТ, колонны две, с охраной, с собаками, а вечером их сопровождали обратно в зону. Вот. Но я не знаю, как-то все спокойно было. Мы у них просили шарики такие маленькие из подшипников, они нам бросали но это летом. И потом они проходили, и мы собирали. А мы иногда, вот сейчас начала вспоминать, а мы иногда им или конфеты, или печенье бросали тоже вот так вот, когда они шли, они ловили. А еще Воркута – это один из самых известных лагерных театров. Сюда в 40-е годы прошлого века сослали несколько десятков актеров, певцов, костюмеров и даже работников сцены. Открылся театр 1 октября 1943 года опереттой Имре Кальмана «Сильва». Ну а сейчас в здании театра появился небольшой музей. Наш музей вот начинается со входа. Это вот как раз лампа, колючая проволока. Это все то, что висело на зоне. Зона, ограждали все это. Вот. И тут как раз выписка, как создавался наш театр. Вот отсюда это все начиналось. Вот. Это 8 августа 1943 года, во время войны. Вот, подписал Мальцев приказ. Соответственно, художественным руководителем и главным режиссером театра у нас стал Борис Аркадьевич Мордвинов, чье имя носит наш теперь театр. Театров было очень много. Уже в одной коме было более 5, наверное, театров в лагерях. Кроме театров была огромная самодеятельность во всех лагерях. То есть вот этот жестокий, страшный режим одновременно имел как бы свои удивительные поворотные стороны. Потрясающие театры были и в Магадане, в Караганде там, и так далее, то есть в точках ГУЛАГа. Но почему именно Воркутинский стал один из самых знаменитых? Отчасти это стечение обстоятельств, отчасти это воля тех больших начальников, которые возглавили Воркуту, особенно в 1943 году. Колоссальное значение имел приход сюда именно Мальцева. После Воркуты он возглавил все урановые рудники Германии и приложил непосредственную руку к созданию атомной бомбы. Вот. Герой Советского Союза. Человек, который подчинялся лично Берии. Лично. Безусловно, вот здесь он был богом. Это был, конечно, новый тип советского руководителя. Человек, который понимал, что ты не добьешься высоких показателей, и что кроме репрессий людям надо дать и зрелище. И он очень трезво размышлял, сказал: мне нужен музыкальный, праздничный, радостный театр. Театр, который должен нести радость. Я вспоминаю одну передачу, которую случайно увидела по телевизору в годах где-то, наверное, конец 80-х или начало 90-х. В Москве в зале собрались актеры, музыканты, и именно те, кто сидел. И ведущий перед началом вечера вышел на публику и сказал: вы знаете, я долго думал вообще, зачем нам это надо. Зачем мы все собираемся? Вот для чего? И я себе ответил так. Лучше зажечь маленькую свечку, чем проклинать большую тьму. Что сделал Мальцев? Отдал приказ, чтобы Мордвинов получал такие возможности, которые не получил ни один директор в 1943 году, ни один директор ни одного московского театра. Понимаете, он имел право брать по всей России, на всех лагерных пунктах собирали талантливых людей, отправляли в Воркуту. Как сюда попал Токарская? Потому что в Вологодской пересыльной тюрьме уже были его люди, которые направляли, собирали этих талантливых людей. И два таких уникальных артиста, как Холодов и Токарская, в 1946 году отправляются в Воркуту. Токарская. И там на вечере она вспоминала театр воркутинский. К примеру, в бараке была
один маленький закуток. Это была отдельная, значит, кровать, ну не кровать, а нары, первый этаж, тумбочка, табуретка и занавеска, которая это все закрывала. Однажды она пришла в театр и сказала, это и все назвали это кабинка, отдельная кабинка. И Токарская всем говорит: девочки, порадуйтесь за меня, я сегодня якобинка. Как описывает та же Токарская, костюмы, которые были в Воркутинском театре, таких костюмов не было в то время, в 40-х годах, ну, в 43-м году не было в Большом театре. То есть это была парча, это был бархат, который шли из Америки, по ленд-лизе, вот это все. То есть условия, которые создавались, ну, представьте, ставились оперы, Фауст, 45-й год, Фауст. Для очень многих людей эта тема очень тяжелая. Я знаю взрослых, которые говорят, я не хочу на эту тему говорить, я не хочу вспоминать. Что касается меня лично, дед у меня погиб в Карлаге. Я по своей маме вижу и чувствую этот страх прошлого, который, к сожалению, передался и нам, детям. Но я чувствую, что я за какие-то вещи боюсь. Чего бояться-то? Нету. Но он как-то генно сидит. Но молодежи, как я думаю, бояться ничего не стоит. Просто они об очень многих вещах вообще не знают. Поэтому рассказывать надо. Но ведь это же и история их семей. А тем более, если они в этом городе живут, и есть театр. И вот у него такое прошлое. В Воркуте, как и в других городах Коми, не осталось лагерных бараков. Там не осталось практически ничего, что представляло бы историческую ценность. Ну, за исключением памятников и музейных экспонатов. Это памятник, который вы видите, он посвящен немецким трудармейцам. В годы войны, Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, жители немецкой автономии Саратовской области призвали, можно сказать, насильно в трудовую армию. На фронт их не отправляли, но практически все, от мала до велика, жители этих областей, бывшей немецкой автономии, были переселены в Сибирь и частично в Воркуту. Значит, они отработали, они не находились на уровне заключенных, но не имели права выезда и занимались строительством города или обслуживанием шахт. Очень многие, как я уже говорил, остались здесь. И на этом месте, который стоит памятник, был поселок, в котором жили фактически большей частью немцы, этнические немцы. Память преднамеренно здесь не сохраняли о нашем прошлом. Никаких упоминаний нигде официально не говорилось. Если уже и говорилось о стройках, то когда Варгашорскую шахту строили, объявили ее Всесоюзной комсомольской ударной стройкой. Это факт, естественно, исторический, что это была комсомольская ударная стройка. Но строили ее, опять же, заключенные. И когда она уже подходила к закрытию, то есть к завершению эта стройка, привезли группу, так сказать, строителей гражданских, в общем-то, заключенных, естественно, убрали, приехали журналисты, сфотографировали и подали это все в необходимом свете. Я абсолютно уверен, что люди вот 40-е, 50-е годы и, допустим, всю систему репрессий, которая была, лагеря, бараки, вот, ну, то, что мы как материальное наследие воспринимаем, они воспринимали как данность, как реальность своего бытия, которая ему, как человеку, абсолютно подвластна. Вот он, значит, приехал сюда, там, в 50-е годы, поселили его в этот барак, который остался из-под лагеря, и он живет, это его дом. И, значит, он, этот дом, может что с ним? Ну, что угодно сделать, трансформировать, перестроить, значит, разобрать, улучшить, реконструировать. А потом, когда, ну, возможность позволяет, вырваться из этого дома. И вот каким-то образом, какая-то особой печатью печали, вот человек не был обременен, что ай-яй-яй, тут жили люди, они могли страдать и так далее. Ну, просто вот жизнь. Вот она требовала зарплаты, требовала дохода и требовала в какой-то момент оставить вот это вот жилище. Почему? Потому что оно старое, аварийное, некомфортное, перейти в новое. И вот все. Это такая вот, знаете, обыденность, история повседневности, на которую, ну, она интересна, пока это тебя трогает. А трогает, если только лично, как мы договорились, ты через себя это пропустил. Вот чего-то не черкнуло личного, все, об этом можешь забыть.
быть. Появился в поселке дом каменный, кирпичный, панельный. Ну, конечно, надо туда перебраться из этого барака. А он что? Все, его потихоньку разбирают, и он никакого интереса не представляет. И поэтому вот четко надо понимать, что в материальное наследие, вот как элементы памяти коммуникативной и личной, он, конечно, очень сильно растворился. Безусловно, ничего не осталось. Ну и да, вы видите, Воркута долго была индустриальным центром в республике Коми. И, конечно, позиционировать центр, который, знаете, все еще не может выбраться из бараков, руководителям республики не хотелось. Да как, собственно говоря, руководителю любому. Не захочется показывать, знаете, там что-то. Всегда хочется приятно показывать. Когда гости к нам приходят, мы же не накрываем им стол с сухарями. Нет, какие-то печеньки и бутерброды повкуснее готовим. Здесь был, мне кажется, такой же принцип сделан. И он, ну, абсолютно естественный для человека, где бы он ни был. В конце прошлого века скульптор Эрнст Неизвестный придумал проект «Треугольник скорби». 3 разных памятника в 3 разных городах в память о жертвах политических репрессий. Первый из них появился в 1996 году в Магадане, в одном из самых страшных лагпунктов Советского Союза. Спустя почти 20 лет второй открыли в Екатеринбурге на границе Европы и Азии. По задумке скульптора, 3-й памятник должен был быть в Воркуте, но его до сих пор там нет. Более того, около 30 лет назад местные активисты установили закладной камень на месте, где должен был располагаться свой памятник жертвам политических репрессий. Местные власти обещали его сделать, но ВОС и ныне там. Закладной камень, с чего началась, собственно говоря, деятельность общества «Мемориал» и вот каких-то других организаций. Открыт он у нас был 25 декабря 1988 года, и мы признаем, что это был один из первых памятников жертвам политических репрессий, который, значит, был открыт в Советском Союзе. Вот он как был в состоянии закладного камня, то есть обещание, что здесь когда-то что-то будет построено, так он за эти 35 лет и остался в состоянии этого закладного камня. Вот такой парадокс. Это объяснять это как-то, ну, смысла нет. Переживать, ну, безусловно, да. Поскольку я историю дедушки узнал довольно-таки поздно, для меня было большим потрясением то, что, ну, вот история города, Гулаговского города, она тесно пересекается с историей нашей семьи. Ну, в смысле, это просто одна история. Ну, не было бы ГУЛАГа фактически, там, не было бы тебя, меня и так далее. Это настолько меня потрясло в какой-то момент. Ну, я очень сильно переживал и пытался, ну, как-то осмыслить какое-то время. Для себя это была просто жизнь, ну, в смысле, это были, да, день за днем, как бы. Ты прав. Такая жизнь была, ну, и все. Ты прав. Просто жизнь, жили потихоньку, жили в одном бараке, переселились в другой барак, где не было ни воды, ни тепла, печку топили углем. Мама натопит печку утром, уходит, закрывает меня, а вечером приходит с работы, а я на печке сижу в одеяле, потому что холодно, печка уже выгорела все, и вот остатки тепла там на печке еще есть, я сижу на печке. Потом другой дом, потеплее, поуютней. И как-то вот переезжали, жили, довольны были тем, что с одного барака переселились в другой, потом дом благоустроенный. И как-то вот довольны, можно сказать, что были, что вот так вот живем. Хотя хорошего-то особо не было. После разговора со своей мамой о бабушке и дедушке, о гулаговском городе, о жизни в этом городе, я понял одну простую вещь. Почему же в нашей семье так мало говорили про деда и про репрессии? С одной стороны, мне кажется, что мама немножко стеснялась этой темы, ну еще бы родители заключенные. С другой стороны, мне кажется, что она просто не всегда придавала этому должное значение. Ну, жили и жили. Но я рад, что в нашей семье разговор на эту тему в принципе стал возможен, и в нем принимает участие не только мама, но и обе мои сестры и другие родственники. Я надеюсь, что благодаря этому память о тех страшных временах никуда не уйдет.